В казахском ханстве, мне кажется, была своя особенность. Там были соправители. Был старший хан и были младший хан. Вот этот улус оформляется в ханство. Да, это следующий этап нашей государственности. Я правильно понимаю? Именно его улус это и есть казахское ханство. У нас не было вот таких полков. У нас все полки состояли из родственников. Біреулер шашып тастаған ба, әлде бір арнайы бір саясат болды ма? У хана нету ресурсов, у него нету денег. Если они умерли, то ты кто? Ты уже никто. Всех приветствуем. QG подкаст, 9-я территория. У нас в гостях сегодня Жақсылық Сабитов, историк-медиавист. Поговорим мы о казахской государственности, ее истории, о разных состояниях нашей государственности. Меня зовут Арсен, это Азамат Кенесұлы, мой соведущий. Жақсылық, қош келдіңіз. Здравствуйте. Здравствуйте. Начнем, наверное, с расцвета государственности, вернее, с его генезиса. Не будем, наверное, заходить вглубь веков, там, гуны, саки, прочие там средневековые государства. Начнем уже с Золотой Орды. Потому что, я так понимаю, именно казахская государственность, как казахское ханство, все-таки имеет свои корни в Золотой Орде. Насколько я прав в этом плане? Не, ну вы безусловно правы, потому что на самом деле, если посмотреть все, что касается нашей истории, это происходит оттуда. То есть, ну, например, фольклорно, вот недавно была последняя статья Ирины Викторовны Ерофеевой о том, что, ну, один из главных персонажей казахского фольклора, Аш-Джанибек, он как бы, ну, это как бы золотой век казахской государственности по казахскому фольклору. Там с ним связаны и Алдар Кусей, и там другие персонажи из казахского фольклора. Все они завязаны на золотордынском Аш-Джанибеке. В советское время было принято считать, что этот Джанибек это наш казахский Джанибек, но по сути сейчас уже доказано, что именно эпоху Золотой Орды и эпоху правления Аш-Джанибек хана воспринимали как золотой век нашей государственности. Что касается государственности, вот мы смотрим, последние годы очень большой такой вот упор идет государственной идеологии по поводу улуса Джучи, да, Золотой Орды. Мы пытаемся выстроить преемственность нашей государственности именно вот от этого государственного образования. Насколько это правомерно, по-вашему? Ну, тут надо разделять две вещи. То есть, с одной стороны, есть такой чисто научный контекст, второй – это политический. Но вот если мы говорим научный, то, безусловно, тут мы просто что делаем? Мы просто реконструируем нашу историю. На самом деле, по истории Золотой Орды и казахского ханства мы очень мало знаем. То есть, например, вот 17 век казахского ханства – просто пустота. Что там было, как с этим Тимур-Булаком, что там было. То есть это все очень мало и уместится на 2-3 листах страниц А4. То есть, и то же самое по Золотой Орде, там много чего мы не знаем. То есть, а если взять, например, как там, у меня друг говорил, что история города Леона лучше описана, чем история Казахстана. Вроде бы один город, но там все. И там и по неделям можно восстановить, по записям, по архивам. А у нас, к сожалению, из-за того, что все архивы раскиданы по разным государствам, у нас очень трудно именно восстановить историю нашу. Это первый момент. Второй – это политический момент. Ну, политический момент понятно, что вот если вы почитаете известную там монографию Тимура Козырева 2013 года, то поймете, что действительно тут как бы желаемость действительно совпадает. То есть помимо того, что мы действительно в научном плане являемся наследниками улуса Джучи, ну, то есть, и второй момент – это политически действительно выгодно. То есть, ну, кто хочет почитать, отсылаю к монографии Тимура Козырева. Как раз сегодня Азике жаловался, что наша история может быть не так раскрыта, как хотелось бы, да? Иә. Жаңа сіз бір моментте айттыңыз ғой, біздің тарихымыз, тарихи фактілер, мәліметтер әр елде шашылып жатыр деп. Бұл шашылып, біреулер шашып тастаған ба, әлде бір арнайы бір саясат болды ма, әлде басқа жағдайлар болды ма, сіздің пікіріңізше қалай? Ну, тут надо сказать, что, во-первых, к сожалению, архивов Золотой Орды не сохранилось. То есть, вполне возможно, там были определенные рукописи, которые писались по нашей истории, но, к сожалению, они не сохранились. И какие-то вот осколки, если и сохранились в виде, вот, например, Утимиш Хаджи или Абдалгафар Крыми, это все потом стало основой для постзолотордынской историографии, там, в Хорезме, в Крыму, там, еще где-нибудь. То есть, это большая проблема, что архивы не сохранились, раз. Во-вторых, там, конечно, по другим государствам все это, наша история описывалась. И, к сожалению, мы еще, на самом деле, их хорошо не изучили. То есть буквально там, если копнуть, вот у меня недавно, 2 недели назад друг копнул историю там Хандемира, который в принципе известен, и нашел вот жену Касымхана, которая в 1496 году вышла замуж за Касымхана, а потом оказалась в Индии. То есть это получается как бы
у нас это все во внешних государствах есть, но, к сожалению, тут нет еще, на самом деле, большой работы историков. То есть, если посмотреть, вот из 1000 историков, которые защитились за годы независимости, средневековиками занимались, человек 20. Это как меньше процента даже одного. То есть, это говорит о том, что, к сожалению, это сохраняется. И то, что вот у нас все это раскидано по разным государствам, это тоже большая проблема. Но сейчас уже как бы в эпоху интернета уже некоторые рукописи просто можно онлайн достать. И легче с ними работать. Мне кажется, сейчас... Онлайндағылар маңызды құжаттар ма? Аса маңызды емес, ол маңыздылар әлі шықпаған шығар. Нет, мүмкін там, емес шығар бәлкім. нет, там разные. То есть, например, вот у нас бывает такое, например, одна и та же рукопись, например, в Индии может стоить там $1000, условно говоря, в Турции может стоить там $300, в Великобритании может стоить 1,5 миллиона тенге. То есть, это зависит от самого архива, кто как ставит. А некоторые просто укладывают бесплатно. То есть это все зависит от архива, от их самих, от этих стран. Потому что в каждой стране свои обычаи. Давайте вернемся вот к государственности. Когда можно нащупать первую, скажем, прото-казахскую какую-то государственность в составе Золотой Орды, то есть какой-то период? Ну, тут трудно сказать про период, потому что это был процесс. То есть нельзя вот сказать, что вот в этот день именно вот это что случилось с 8 утра. То есть, десятилетия можно? Да. Но если взять вот реально, как воспринимали казахов, например, те же нагайцы, они когда говорили казахское ханство, они говорили «Урус ханов юрт». То есть Урус царев юрт. То есть был Урус-хан, который был прадедом Джанибека и Кирея. И они считали, что вот именно его улус это и есть казахское ханство. Поэтому, получается, они возводили, всю традицию казахского ханства к золотоордынскому правителю Урус-хану, который начал править около 1359 года. То есть начало Великой Замятни. Ну и 59 год это такой, конечно, точка бифуркации, когда начали отдельно выделяться и владения там западные, и казахское ханство, условно говоря, будущее, прообраз появился его, и там прообраз казанского ханства появился. То есть это все, именно, наверное, мне кажется, этот год, это как бы начало развала Золотой Орды, которая как бы потом на время прекратилась с Тохтамышем. И от него, на самом деле, можно так датировать, когда уже эти протоулусы стали становиться чем-то более, чем просто улусами одного государства, и впоследствии они выделились в разные ханства. То есть Урус-хан, в данном случае, который является вот отцом нашей ветви чингизидов, да? Наши все чингизиды урусиды, он и является таким первоначалом вот именно уже отделения казахского. Казахского от общеордынской какой-то. Так воспринимали нас, получается, во-первых, нагайцы, во-вторых, Кадыргали Жалаири. Когда вы читаете его Джамият Таварих, вы понимаете, как сами ордынцы, в том числе и казахи, видели эту историю. Они это видели не как отдельные ханства, а как отдельные юрты, отдельные улусы. И там он тоже начинает все с Урус-хана. То есть он начинает не с Джанибека Кирея, как у нас принято считать, а именно с Урус-хана. Потому что это, условно говоря, такая степная традиция была. Енді ол кезде жаңағыдай бір Жәкең айтып отқандай бір күн дәл осы күн сағат 8-де деп айтып қойын, жалпы кез келген бір тарихи кезеңнің бір өтпелі кезеңі болады, көбіне біз соны ұмытып кетеміз де. Ол 5 жыл болуы мүмкін, ол 6 жыл болуы мүмкін. Процесс. Ол бір ғасыр болуы да мүмкін да. Оның арасында да бір неше түрлі саяси қақтығыстар болуы мүмкін, соғыстар, көтерілістер де болуы мүмкін. Ол жаңа сіз айтып отқандай әлі зерттеуді қажет ететін моменттер ғой. Ол әлі зерттелген жоқ олар әлі. Все это нужно исследовать действительно. То есть, смотрите, в данном случае государственность в виде юрта. Позже мы вот все знаем по школьным учебникам, по различной литературе и фильмам, да, популярным, по Есенберлину снятым, что были Жанибек и Кирей, там много очень мифологии по этому поводу, но тем не менее, вот этот улус оформляется в ханство, да, это следующий этап нашей государственности, я правильно понимаю? Ну, фактически да. То есть мы как бы часть, то есть, условно говоря, Золотая Орда – это Киевская Русь для вот наших всех, как Киевская Русь для всех наших постордынских государств. То есть это было единое прошлое, из которого вытекли и Крымское ханство, и Наш Казахское. Древний Рим, лучше так, наверное, да? Ну, как бы Древний Рим, наверное, все-таки метафора будет по-другому. Ну, как мне друг хорошо называл, Золотая Орда – это вообще степной Рим. То есть это хорошее выражение такое. И тут, получается, мы оттуда все проистекаем, и, соответственно, действительно, улусы начали выделяться. В последующем они уже в процессе своего существования оформились уже в ханство, которое мы уже знаем. Ну вот ханство, да? Атрибуты государственности в ханстве мы можем назвать? То есть есть какое-то законное, то есть есть уложение законов, да? То есть есть какая-то монополия на насилие, или это все слишком модерновое, слишком современное понимание? Ну, как да. можно описать государственность начала ханства, по сути, Золотой век? Ну, в государстве там был свой хан, то есть там были свои традиции. Например, в некоторых ханствах сила хана была сильной. В казахском ханстве, мне кажется, была своя особенность.
там были соправители. Был старший хан и были младший хан. То есть, например, Джанибек Керей. Керей старший хан, Джанибек младший. И в последующем мы видим, что, например, существует Исим и Турсун Мухаммед, например. То Это есть, связка, да? Да. То есть были соправители фактически. Был один старший. Вице-президент. Вице-хан. Вице-хан. мен бір осы жерде ішіне қарай үңілгім келіп тұр да, біздер көбінен пафосын айтамыз да, осылай құрылды, осындай болды, ғажап болды, бәленбай әскері болды, ордасы болды деп, бірақ ішкі жағына сол хандықтың енді былай қазірше айтқанда шартты түрде мемлекеттің ішкі жағына көбіне құрылымына үңіле бермейміз да. Бұл біздің көркем фильміміздерде де әйтеуір алашаңдақ болып көшетте жүреді, бірақ ол тұрақтап тұрған шығар, оның бір мемлекеттік қуаты, бір мощь болған шығар деп ойлаймын да. Қала күйінде ме ол бір шаруашылық болған шығар, егін шаруашылығы болды ма, әлде басқа бір өндіріс болды ма, осы жағынан біз мақтана аламыз, мақтанып жақсы көретін халықпыз ғой. Қаншалықты күшті болды. Ну да. Ну тут еще надо понимать, что Казахское ханство, оно было разным вообще в разные периоды. Как и Золотая Орда. То есть нельзя говорить, что Золотая Орда была такой. То есть разные периоды, они были по-разному. Когда-то власть ханов Золотой Орды была сильная, или там ханов Казахского ханства была сильная, а в другие моменты она была вообще слабая. То есть это и даже один человек, будучи ханом, мог в течение своей жизни абсолютно поменять свои ресурсы. То есть быть сначала сильным ханом, потом слабым, ослабеть. Или наоборот. Сначала быть игрушкой в руках определенных беков, а потом стать кем-то из великих ханов. То есть это все менялось. Енді жаңа голословно болмас үшін мысалы ол әскері болды, әскердің оның оқ дәрісі болды, қару жарағы болды, ол да өндіріс қой, барлығы да өндіріс қой. Осыны біз қалай қамтамасыз етті? Осы жүйе жалпы мемлекеттіліктің осы жүйесі қалыптасты ма сол кезде? Ну, в казахском ханстве немножко были отличия. То есть если Золотая Орда, она вот была таким империей, в которой было и городское население, и кочевое, то Казахское ханство это в основном кочевое население. Соответственно, это накладывало определенные как бы характерные черты вот этого. Например, вот наше войско, о котором мы говорим, почему вот эти ураны использовалось? Потому что на самом деле у нас не было вот таких полков, у нас все полки состояли из родственников. У тебя в твоем отряде ты, твои родные братья, двоюродные, троюродные, семиюродные. Ну, ру, условно. Да. Маленький. И ты понимаешь, что ты за них жизнь отдашь, потому что если ты, как бы, если они умерли, то ты кто? Ты уже никто. Там, в лучшем случае сартом станешь где-нибудь. Ну да. Ну и, соответственно, мы видим, вот, например, когда Галижалыр, когда описывает битву, 37 чингизидов погибло, Тугус-Саре, потомки Тугмхана. То есть все погибли, потому что это ты не должен отступать, это твои родственники. То есть это как бы такое сплачивало. И когда уран кричали, это потому что все уран свой знали. Это можно было, во-первых, в битве использовать, ты уже знаешь, где твои наступают, где отступают. А в других еще таких моментах уран еще мог выступать как пароль. То есть, ну, там, что-то называешь и ответ. Шибалет так называемый. Да, потому что ты не знаешь, там, ты воюешь против такого же степняка, который вот мало чем от тебя отличается. И даже в одежде. Не надо там, вот как в казахском ханстве, кого-то там делать узбеком, делать казахом, они были одинаковые, в принципе. И, соответственно, вот тогда ураны использовались как пароли. То есть называешь, получаешь ответ, значит свой. Вот эта вот родственность и влияние родов. Я так понимаю, что со временем, потому что есть отличная теория также вашего коллеги, о том, что если рисовать график казахской государственности, казахской, то со времен вот, Урус-хана и Джанибек-хана она будет наверху, этот график, а потом будет все больше стремиться вниз, разумеется, с такими вот небольшими этими. Когда власть родов, племен становится слишком сильной, я так понимаю, государство становится слабее. И этот процесс мы видим уже вот в 17 веке. Правильно я понимаю? Да, правильно. Это потому, что, во-первых, города слабые. То есть у хана нету ресурсов, у него нету денег, у него как бы вообще, он не мало чем. Единственное, он может зацепить своих подданных своей доблестью. И, соответственно, это хан... На личном авторитете. Да, батыр должен быть. Либо он должен там, получить поддержку от других батыров. Это действительно такой момент есть. Но тут надо сказать, что то, что наша слабость, это на самом деле наша сила. То, что если бы, вот как вот мой коллега Радик Кемергалиев описывает, если бы у нас была централизованная власть, мы могли бы больше пострадать. То есть, а в такой разряженной власти, когда ханская власть слабая, это защита от дурака. То есть, если хан дурак будет, то просто от него рода остальные племена уйдут. Азике, вы знали, что QG участвовала в 3 экспедициях на Южный полюс, в Антарктиду? В 2016 году это называлась программа «Полюс независимости». Енді үшеу екенін білмеймін, бірақ бір осы National Geographic'тен ба, Discovery каналынан ба, әлде білмеймін, қазақстандық каналдан ба, біздің Қазақстанның туымен түстес. Пик Винсона, самая высокая точка в Антарктиде. Наш флаг был там. А я напоминаю, что у нас рубрика QG, и вы можете выиграть реальные призы.
правильно ответив на вопросы господина Кенесула Азамата. Итак, первый для меня разминочный. Бір сұрақ қояйын. Ұйық деген сөздің мағынасын білесің бе? Біз енді көпшілік, қазақстандықтардың көпшілігі білет, бірақ оның тағы да басқа бір мағынасы бар. Ұйық деген сөздің. Не ол? Ұйық деген ол батпақ қоймалы жың, бірақ одан басқа да бір мағынасы бар. Қазір қолданыста ол. Бірақ кейбір Қазақстанның аймақтарындағы біздің отандастарымыз білмейді ол сөз мағынасын. Сдаюсь. Білмейсің. Ұйық деген бұл шұлықтың, нәскидің балама қазақша атауы. Ұйық. Әсіресе еліміздің батыс өңірінде бұл сөз әлі күнге дейін қолданады. Ұйық деген сөз. Круто. Так, а теперь вопрос для телезрителей. Можно выиграть походный рюкзак? Мен енді сұрақтар таңдаған кезде жауабы интернетте жоқ сұрақтар таңдадым. Оны іздену керек, біраз қиналу керек. Мындай жағдай болды тарихқа байланысты. Бізде қазір еліміздің барлық өңірлерінде сақтың қорғандарын, обаларын қазып жатыр, өз жерден алтын адамдар шығып жатыр. Сондай алтын адамның бірі 1968 жылы Батыс Қазақстан облысында табылған. Бірақ орысша айтқанда об этом история умалчивает, айтпайды. Осы алтын адам Батыс Қазақстан облысында қай жерде табылды, ол қорғанның атауы қалай? Отлично. Переведем. Один из золотых людей, найденный на территории западного Казахстана в 1968 году. 1968 году. А в каком кургане, Да. при каких раскопках его нашли? Как называется этот курган? Как называется курган? Местность. Ну, думайте. Например, вот мы все в плену советских стереотипов живем. Вот, например, есть карта Иоганна фон Страленберга. Казахам принадлежала Фергана. Туда входили каракалпаки, кыргызы, Ташкент входил. Все это было на территории Казахстана. Это производственный кластер в том да, числе? и, соответственно, там все это было. Просто казахи, они в основном были кочевниками. То есть там, если кто-то и производство производил, то есть это было связано больше с ханской властью. Вообще, то, что важно, что-то находится под казахской властью, не обязательно должны быть казахи. Тот же Туркестан, например, мог быть заселен не казахами, но когда он был под казахской властью, мы называем это наш Туркестан, да? Ну да. Так же и здесь. Так есть. Давайте вернемся к пути нашей независимости. Мы сейчас вот на этапе такой деградации, когда приходит в степь Россия, да, казахское ханство уже показывает не лучшие образцы своего существования. Что в этот момент случается? Мы теряем ханскую власть, вообще любые институты старые уничтожаются, заменяются российскими. Как это выглядит? Ну, я бы не сказал, что это деградация. Вот есть хорошая шеститомная история Востока, которая в нулевых годах выходила в России. И они показывают, что на самом деле не Восток деградировал, а Запад сильно развивался. И получается, Россия, как часть Запада, она сильно развивалась, и Восток остался на том же уровне. Даже, может быть, и повысились темпы роста, условно говоря. Но, к сожалению, Запад настолько хорошо развивался, что, например, вот если взять в начале 18 века казахи еще пытались там что-то воевать с Российской империей, то есть могли там какую-то угрозу представлять. К концу уже 18 века все. То есть это уже было бесполезно. То есть настолько за один век усилилась Российская империя, получается, что это уже стало как небо и земля. То есть поэтому тут надо понимать, что, скорее всего, конечно, это деградации как таковой не было. Просто появилось более развитое государство с более развитыми институтами, которое, в принципе, смогло поглотить. Ну вот, например, мы говорим... Я тарихтың бір заңдылығы деп есептеймін. Bir жер ол құлайды, бір өркениет әлсірейді, құлайды, екіншісі көтеріледі, керісінше бір өзінің апогеясын жеткеннен кейін ол да құлайды, ана жерден үшінші шығады. Дәл сол сияқты біздер де сондай бір тарихи кезеңдерді бастан кешірдік деп ойлаймын. Жаңа біздің хандығымыздың әлсіреп, батыстың күшеюін айтып отқаным ғой. Дұрыс. Тут еще такой момент есть. У нас было большое перепроизводство элиты. То есть чингизиды, когда их становилось много, это всегда становилось основой для гражданской войны. Потому что каждый там из них претендовал на власть. И это тоже вот такие моменты были. Но давайте так. 19 век. Ликвидация ханской власти в казахской степи. Да? Последний паладин казахской старой государственности Кенесары, он терпит, к сожалению, поражение. Мы видим, как Казахстан начинает разделяться внутри России на различные территориальные единицы, которые могут с собой быть не связаны. Да? Часть казахов, в том числе, до этого была частью Каканского ханства, например. Да, мы говорим про Улужус, например. И позже все это настолько становится неоднородным, не единым, и не то чтобы о государственности говорить тяжело. Тяжело говорить вообще о чем-то едином каком-то Казахстане в это время.
Или не, я не прав? Ну, вы правы, действительно, там идет такой распад. Но тут тоже, говорю я, мы все упираемся в источники. Я говорю, есть такой хороший источник, «Новая история Ташкента». Написан он внуком некого Аблай-Султана, правнуком некого Аблай-Султана. То есть я сначала думал, что это наш Аблай-хан, а оказывается, это все-таки Аблай-Султан Старшежузовский. И это как бы родственник Тентек-Турея, вот известного, который поднимал восстание против каканцев. Там 1000 листов с чем-то, 1100 листов. Эта рукопись не переведена. То есть, а там, получается, человек, который наполовину казах, наполовину кужа, ну, там, узбекский, шайхантаровский, он, в принципе, описывает историю Ташкента полностью от Аблайхана до своего времени, до взятия Ташкента русскими. То есть, если мы эти источники не переводим, мы, соответственно, мало что знаем. Там все детально описано. 1100 листов, это, считайте, как бы биографию своей семьи и себя описывает. Поэтому, безусловно, нужно вот эти казахские, именно казахские взгляды такие на историю Казахстана больше вводить в научный оборот, чтобы знать вот реально, как мы себя, изнутри, да, не снаружи. как себя видели. Вот тот же Кадыр Галижалаири, Агус Наме, это все как кочевники сами себя видели. И тут еще такой момент, что на самом деле, наверное, последние ханы все-таки это ханы, потомки Абулхира, которые жили на Сырдаре, это Еликей Касымов, ну и его родственники. Они в 1860-х годах еще ханами числились. Ну, просто они не были общеказахскими, они были такими районными ханами. жаңа біздің енді өзіміздің төл тарихымыз біздің патшалық Ресейдің құрамына кіргенге дейінгі, одан кейін Совет үкіметімен жалғасқанға дейінгі, мен ойлаймын сол тарихи хандық, қазақ хандығының кезеңімен ол бір сол біз генетикалық бір жадыны, кодты бәрі все-таки біз сақтап қалған сияқтымыз. Бүгінгі тәуелсіз Қазақстанды сол периодты патшалық Ресей үкіметінің кезеңімен Совет үкіметін алып тастаған кезде соның біз жалғасы бола алдық па? Сол қазақ хандығы бүгінгі біздің тәуелсіз Қазақстанның бір мұрагері сол заңдылықтарды, сол талаптарды, сол қоғамның заңдылықтарын сақталып бүгінге жеткізіп, соны жалғастыра алдық деп есептеуге бола ма? Біздің елдігіміздің негізі деп айтуға бола ма? Әлде бұл екеуі мүлдем басқа нәрсе ме? Не, ну, безусловно, мы как бы наследник, условно говоря, и Казахского ханства, и Золотой Орды. Просто... Сол менталитеттерді, сол қатынастарды сақтап. Ну да, то есть это абсолютно все видно. То есть тот же, ну, если так брать чисто физические вещи, как физическая антропология, действительно, 13 век – это когда сложился физический антропологический тип казахов. То же самое генетика. Общий генетический портрет казахов сложился в конце 13-го, начале 14 века. То есть это все оттуда, если так взять, чисто физиологически. И мы сейчас такие же. Да, такие же, в принципе. Это все уже доказано на уровне естественных наук, поэтому тут уже таких других доказательств не надо. Безусловно, есть некоторые люди, которые начинают говорить, что вот в Казахстане там запустили золоторынский миф. Ну, люди просто не разбираются в этом. То есть все серьезные ученые, в принципе, воспринимают Казахское ханство и Казахстан как наследник Золотой Орды. То есть, ну, это один из наследников, нельзя это право приватизировать и национализировать. То есть наследников было много, и Казахстан один из них. Қаншама ғасыр өтсе де, біздер соны жоймай, сақтап, бізге қаншама шабуыл жасалды. Бізді жаңағы арақпен суарды, басқа неше түрлі жат қылықтармен, басқа темекіге отырғызды, неше түрлі әйтеуір адами қасиеттерін жою үшін не істемеді, бәрін істеді ғой, бізді колонияға айналдырғысы, бірақ соған біздер әлі күнге дейін таңғаламды, жойылып кетпей, басқа мына Сібір халықтары сияқты мүлдем жойылып кетпей, тілімізді жоймай, қалай сақтап қалдық, не деген мықты ұлы халықпыз деймін де, шынымен де. Тағы да мақтануға тура келді. Кстати, вот по этому поводу я недавно читал книгу Виктора Казадоя, наверное, знаете, да? Да. Он сейчас фурор произвел. Сибирский ученый написал книгу про Алихана Бахиханова. И он настолько зашел в казахское общество, сейчас вот все его там хвалят и так далее, книга крутая. Там есть очень важный тезис о том, что он называется Алихан Бахиханов «Человек-эпоха». Важный тезис о том, что главная заслуга Бахиханова не в том, что мы ему причисляем, а в том, что он смог собрать Казахстан заново как что-то единое. То есть вот эти вот границы Казахстана в плане того, что вот это вот казахское, и консолидацию внутри вот этих вот, которые разные области под разным руководством, сказать, что это все-таки единое целое, и оно исторически единое целое, и в этом огромная заслуга Алихана Бахиханова. Я так понимаю, мы в этот момент можем наблюдать и сказать точно, казахская государственность поднимает голову заново, снова поднимает. Қысқа кезең болса да, бірақ өте маңызды кезең болды. Да, но я бы сказал, это как бы в то время, когда начала формироваться индустриальная нация. То
То есть это вот именно средневековый этнос уже стал определенной нацией, с определенной, во-первых, классической литературой, то есть Абай стал классиком, условно говоря, это все... Да, литературный язык свой сформировался. То есть язык, который уже стал литературной нормой, не просто вот разные диалекты, а именно литературная Ахмет норма. алфавит жасап Да, кетті. ну, школа появилась, и, то есть алфавит, и все это вот как раз-таки тогда и запустилось. Но эти процессы мы можем видеть и в других государствах. Но на самом деле, действительно, правильно сказано про Алихана, что при нем территория, то есть вот как бы географическая территория стала реально территорией одного субъекта политического, и популяция казахская стала реально народом, условно Ну говоря. да, нация – это продукт все-таки промышленной эпохи Ну да, и да. индустриации. Вот мы в этот как бы поток влились наконец-то. Қысқа уақыт болса да, бірақ алаш үкіметінің тигізіп кеткен пайдасы. Егер ол болмаса, біз бұрынғы анау қазақ хандығынан қалған мұрамыздан айырылып қалуымыз да мүмкін еді, дұрыс айтасыз. Вот. И все-таки потом проходит советский период. У нас сейчас постоянно ругаются о том, что кто там границы устанавливал, кто не устанавливал. Видимо, тяжелый очень период в этом плане, в том числе и с нашего понимания чисто идеологического. Мы как-то живем в Советском Союзе, кое-где там очень плохо бывает. В итоге мы из него выплываем. Да, это вот Древний Рим, из которого мы вышли, или тюрьма народов, из которой мы убежали, кто как называет, возникает современный Казахстан. И как мы сказали, да, он наследует вот этой цепочке, о которой мы говорили все это время. Золотая Орда, Казахское ханство, позже вот период колониальный, Алаш-Орда, КазССР во всей ее там красе и некрасе. Ну и сегодня мы вот потомки всех этих процессов, я так понимаю. Да, безусловно. Ең маңызды нәрсе қазір осы бай мұраны жаңағы Жәкең айтқандай сақтап, қайтадан көтеріп, қаншама бізде пробелдер бар, қаншама пустота бар, соның бәрін толтыру керек болып тұр. Ең басты еңбекқорлық. Да, всего этого желаем нам, и на сегодня заканчиваем. Большое спасибо, что пришли. Я думаю, сегодня был крутой подкаст. Рахмет. Рахмет.